Все расходимся по разным направлениям, возвращаемся все с полными пакетами. Всем удачи! Задачи поставлены, необходимый для работы инвентарь получен. В селении Нестеровское участники республиканского субботника разошлись вдоль реки Сунжа, попутно собирая весь накопившийся мусор. Пакеты, бутылки из-под газировок и другие отходы сразу идут в пакет. Мне нравится, когда моя республика, во-первых, чистая. Тут очень много мусора сначала было. Мы где-то 2 часа тут находимся, очень много мусора сначала убрали. С каждым летним сезоном люди сюда приходят, отдыхают, и вокруг этого мусора человеку самому бывает не по себе тут отдыхать. Сейчас, по воле Всевышнего, тут будет еще много людей, которые будут с удовольствием здесь отдыхать. В числе волонтеров как студенты, так и члены правительства во главе с председателем Владимиром Сластениным, представитель муниципальной власти, депутатского корпуса. Все они от мала до велика вышли сегодня навести порядок на обозначенных территориях. Сегодня мы собрались для очистки одной из крупнейших рек республики Асы, для очистки береговой линии реки Асы. К сожалению, после наступления солнечных теплых погод здесь появляется очень отдыхающих гостей, которые оставляют за собой очень большое количество мусора. Хотелось бы попросить наших жителей, наших гостей, чтобы они собирали за собой мусор, берегли нашу природу и относились к ней бережно. Ни одну подобную акцию не пропускают волонтерские движения республики. Экологи, медики, представители ресурсного центра добровольчества Ингушетии. В общем, около 100 молодых активистов откликнулись на призыв главы Ингушетии. Мы все понимаем, что чистота – это половина веры, и данная благородная акция для нас является как бы честью и необходимым мероприятием. Желающих очистить русло реки Асы от мусора было так много, что для некоторых и собирать-то было нечего. Но волонтеры не унывают. Отсутствие работы в данном случае больше плюс, чем минус. Мусор можно найти, если постараться. У нас еще есть время, мы дальше пойдем. Там обычно где-то в лесу, где больше деревьев, где можно спрятаться, где тебя не видно. Вот там обычно отдыхают люди, там нужно искать деревья. Тут на открытой местности немного мусора бывает, поэтому еще поищем, найдем мусора. Впрочем, все так и получилось. Чем дальше в лес, тем больше дров. Преодолев несколько сотен метров пути, волонтеры нашли место, где можно поработать. Судя по этому полному мешку, что несут молодые люди, многие туристы и не только культурно отдыхать не умеют. Дело минут 30 якорка. Я дохожу. Я дохат. Без доздвигали. Дело, так. 20 килограмм, 25-30 килограмм. В экологической акции в Нестеровском приняли участие свыше 300 человек. Всего волонтеры собрали около 350 мешков мусора. Ну а в завершении работ всех участников акции ждал бесплатный обед. Пловом, мясом с бульоном насытились все. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов. Новости 24.